Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. 20 июня в Гарабагазе Балканского вилаята пропал в Каспийском море 14-летний подросток. Мальчик до сих пор не найден ни живым, ни мертвым. В тот день на море было довольно сильное волнение, но компания подростков все равно купалась. Один из ребят отошел чуть дальше остальных, и его стало затягивать волной. Друзьям удалось ухватить товарища за руку, но удержать его они не смогли. Поиски пропавшего в море велись весь день 20 июня и возобновились утром следующего дня. Ситуацию осложняет продолжающийся шторм. Местные жители утверждают, что обычно после таких инцидентов тела всплывают сами. Пропавший подросток рос в семье воспитательницы детского сада. Его отец находится на заработках за границей. Мать мальчика все дни напролет сидит на берегу моря в окружении других женщин и ждет, когда найдут ее ребенка. Жители Гарабагаза недовольны тем, что в поисковых работах не участвуют пограничники, у которых в распоряжении имеются хорошие катера. Тело ищут лишь рыбаки на лодках, которых в другое время пограничники преследуют и вымогают деньги за вылов рыбы. При этом стоит отметить, такими работами должны заниматься не пограничники и не рыбаки, а профессиональные спасатели. Однако в Туркменистане их нет, в стране отсутствует ведомство, которое отвечало бы за ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Эти функции частично возложены на противопожарную службу в составе МВД, а частично на Минобороны. Последнее высылает на места ЧП солдат-срочников. А ведь в других странах ответственные за чрезвычайные ситуации ведомства занимаются не только ликвидацией последствий, но и предотвращением трагедий, в том числе на пляжах. В Гарабагазе людям периодически запрещают купание в море, но в такую жару запреты слабо исполняются. Ситуацию мог бы исправить хотя бы один нормально оборудованный пляж с буйками и спасателями, на котором можно было бы отдыхать всей семьей, но такого в поселке нет. И получается, что под боком есть целое море, но нет никакой инфраструктуры для безопасного купания людей. Подобная ситуация в Туркменистане практически повсеместна. Например, в Дашогузе также запрещают купаться в канале Шават, протекающем через весь город. Ежегодно Шават забирает ни одного человека, особенно когда он полноводен. В его быстрых водах тонут не только подростки, но и взрослые. Однако никакой иной альтернативы у жителей вилаятского центра нет. Во второй половине прошлого века среди дашогузцев популярным местом безопасного летнего отдыха было Комсомольское озеро, питавшееся водами все того же Шавата. Людей привлекала возможность позагорать лежа на берегу, поплавать на лодке, выпить кружку пива в местном кафе «Островок» или угоститься мороженым. Но в последние десятилетия Комсомольское озеро исчезло, говорят, его осушили. Сейчас на картах Google это лишь большой пустырь со старой меткой. Что касается обустроенных пляжей, если решения об их создании и принимаются, то на уровне президента. Еще в 2020 году тогдашний глава государства Гурбангулы Бердымухамедов лично приказал оборудовать зону для купания на Гуртлинском водохранилище. Это озеро, некогда любимое ашхабадцами, на тот момент уже много лет находилось в заброшенном состоянии. Первая зона отдыха была открыта уже через месяц после распоряжения президента, туда даже проложили автобусный маршрут. Еще пару месяцев официальные СМИ сулили Гуртлинскому озеру блестящее будущее. А потом замолчали. Как на озере обстоят дела сейчас, неизвестно. Тем временем хроника Туркменистана сообщает о большом количестве утонувших детей в Байрам-Алийском этрапе Марийского вилаята. По сведениям издания, за последние 1,5 месяца погибло уже 6 детей в возрасте от 4 до 8 лет. Это связано с тем, что они купаются в оросительных каналах без присмотра взрослых. И там тоже местные власти пытаются контролировать ситуацию лишь путем запретов. Родителям угрожают штрафами за то, что дети в жару бегут купаться. Хотя в стране, где температура воздуха часто превышает 40-градусную отметку, эту проблему можно решить. Например, построить бассейны под открытым небом. А уж о нагреве воды беспокоиться совсем не придется. Жаркое туркменское солнце с этим справится. Всего-то и надо, чтобы построить такие купалки, это добрая воля местных властей и забота о своих же детях. Хотите рассказать что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность.